30 августа в узбекском сегменте соцсетей появилось видеообращение, адресованное президенту Узбекистана Мирзияеву от жительницы города Черчика, Ташкентской области, матери-одиночки, на попечении которой трое несовершеннолетних детей. На видео женщина рассказывает о том, как стала жертвой сотрудников МВД, ИИБ и СГБ, ДХХ, лишь за то, что носила исламское одеяние. Гулбахор, так зовут пострадавшую от рук силовиков женщину, в подробностях рассказывает, как обманным путем сотрудники правоохранительных органов под видом покупателей недвижимости проникли в ее жилище. Затем, без представления каких-либо оснований, дающих право на обыск жилья, силовики провели у нее обыск, забрали все имеющиеся дома мобильные телефоны, принадлежащие Гулбахор и ее детям. Далее силовики заявили Гулбахор, что она и ее старшая дочь задержаны и должны проехать с ними. На просьбу дать ей переодеться в другой комнате, один из сотрудников в милицейской форме ответил, чтобы она переодевалась в их присутствии, и если он того захочет, то женщина даже нижнее белье свое будет менять в его присутствии. После прибытия в местное управление милиции Гулбахор и ее 17-летнюю дочь поместили в разные помещения для допроса. Сотрудники МВД требовали у Гулбахор предоставить им доступ к содержимому изъятых телефонов. Женщина указала, что если силовики предоставят ей какой-либо документ, дающий право на изучение содержимого телефонов, то она разблокирует телефон. В противном случае все их требования являются незаконными. После долгих и безрезультативных угроз, запугиваний и обвинений, Гулбахор в связях с так называемыми экстремистскими террористическими группировками ее повели в подвал управления и держали там в одной из грязных камер в нечеловеческих условиях содержания. В свою очередь, для оправдания действий своих сотрудников МВД и ИБ опубликовала заявление, в котором произошедшее представляется как спецоперация сотрудников отдела по борьбе с терроризмом и религиозным экстремизмом. На данный момент после публикации видеообращения несколько независимых узбекских блогеров и активистов начали деятельность по оказанию помощи Гулбахор. Также пользователи соцсетей высказывают свое осуждение действиям силовиков в отношении беззащитной женщины, матери-одиночки, лишь за то, что она носила хиджаб, совершала намаз и пыталась изучать свою религию посредством лекций независимых исламских богословов. Ulaytdilarki, kerak bo'lsa mani oldimda tursigini ham kiyasan, hech qayerga kirmaysan ham, hech qanaqa kiyim kiymaysan dedilar. Men aytdim, men kiyinib chiqay.